Здравствуйте, друзья! С вами Волжская студия телевидения и я, ее ведущая Валерия Шкинина. И сегодня мы поговорим об уже не красном дне календаря. До 1991 года день 7 ноября широко праздновался по всей стране и был главным праздником СССР. Однако в 2005 году появился новый праздник – День народного единства, который знают все и ежегодно отмечают 4 ноября. Но не стоит забывать и про 7 ноября, ведь это день Великой Октябрьской социалистической революции. А знают ли о нем наши волжане, в частности, молодежь? Сейчас узнаем. Скажите, пожалуйста, вы знаете, какой праздник ежегодно отмечается 7 ноября? В России? В России. Ну, смотря кем. Коммунистам отмечается День социалистической революции, а так День примирения. День Великой социалистической Октябрьской революции. Октябрьской социалистической революции. Если честно, нет, я не знаю, какой праздник празднуется в России 7 ноября. День Великой Октябрьской социалистической революции. Нет. Но это связано с историей. Нет. А ты знаешь, кто такой Ленин? Допустим. А расскажи, пожалуйста, кто это в твоем понимании? Владимир Ульянов, Владимир Ленин. Нет, не надо. Это вождь мирового пролетариата. Он создал СССР. Благодаря ему была смена власти, в принципе, смена устройства российского государства. Был когда-то в истории такой. Постоянно о нем все говорят. Памятники стоят везде. А ты знаешь, какая у него фамилия была? Сейчас я не помню. Ульянов. Ленин – это великий вождь, возглавивший данную революцию, который повел за собой народ и создал прекрасное великое государство под названием Советский Союз. Это очень такой важный человек, конечно, в нашей стране. Честно, не знаю, что сказать, на самом деле. А кто для тебя Ленин в твоем понимании? Вождь Вождь чего? страны. Что он полезного сделал? Скажи, пожалуйста, ты знаешь, какой праздник Россия отмечает 7 ноября? Так, ты берешь меня врасплох. Я помню, но не помню. Ну, хорошо. А как ты думаешь, кто такой Ленин для тебя? Как ты понимаешь его вообще суть? Что он делал? Вождь страны. Какой? Советов. А какой у него псевдоним был? Псевдоним. Ленин. А фамилия? Ульянов. 7 ноября был праздник. Вы знаете, какой праздник это был? Конечно. А как вы к нему относитесь? Ну как? Очень хорошо. Как все, наверное, старые люди. Как все, наверное. Это молодежь, наверное, не знает, уже не помню, как не знает этот праздник. Молодежь, к сожалению, а мы уже, да. как пожилые в таком нашем возрасте, мы все его знаем, все помним. Даже жалко, Ленин стоит. Вот Ленина сейчас памятник смотрели, думаю, ну что такое уже весь разрушается. Неужели нельзя памятник восстановить немножко уж, как говорится, Во всем ни мире все цветов, идем, дом, памятники цветочки можно занимаются. лежат. Нет, даже цветочков нет у Ленина. 7 ноября. Это я помню его как этот очень красивый праздник, все демонстрации, но потом это все закончилось. Я отношусь как к обычному трудовому дню, к сожалению. А что можете сказать про 4 ноября, День народного единства? Ну, 4 ноября у нас очень много праздников. У нас День народного единства, столетие Республики Мария, дальше Казанская Божья Матерь. Так что праздников очень много. И отношусь в данном случае положительно к Конституции. А День Великой Октябрьской революции. Да, Великая Октябрьская революция. А скажите, пожалуйста, а как вы к нему относитесь? Я не знаю даже, нормально. Вот 7 ноября был праздник. Вы наверняка знаете, какой. А как вы к нему относитесь? Знаете, спокойно, я даже его и как бы не заметила. А раньше на демонстрации какие-нибудь ходили? Особенно школьные годы, это
Вот до сих пор впечатления остались. А майские праздники. В школьной форме, в парадной идешь. Сердце радовалось. 10 лет мы заканчивали. Хорошо относимся и чтим этот праздник. Да. А что думаете насчет современной молодежи? Как они относятся к этому празднику? Молодежь нам тоже очень нравится. Она, наверное, современная. Ну, Кто знает, кто не всякое. знает этот праздник. Она сейчас всякая. Они-то сейчас, мне кажется, не знают, что это праздник. Даже День Победы, 9 мая, Они то не молодежь, могут это начинать. ваш праздник, вы ходите к обелиску. Я говорю, надо детей. У меня внуки были, мы с ними с рождения ходили к обелиску, это долг чести и все. Это ваш, говорит, праздник, вы ходите, вот и все. Конечно. А так мы молодежь очень уважаем. Мы чтим память. Память мы своих родных и близким чтим. Мы вывешивали в окна эти портреты, дома помянули, все как надо. А ходить и заражать других и себя мы тоже не хотим. Совершенно с вами Относимся согласна. очень положительно. Никаких демонстраций, никаких веселительных мероприятий, никаких этих вот веселья. Может быть, нам уже и надо, вам надо, но надо знать, что сейчас мы находимся в одном месте с этим коронавирусом. Это страшное дело. Вот кто не коснулся этой болезни, тот, ничего не будет. Это очень страшная болезнь, страшный вирус, от которого никто не защищен. Полностью с вами согласна. Спасибо большое, что высказались. Спасибо. 7 ноября был праздник. Вы, наверное, знаете, какой? День Октябрьской революции. И просто хотелось бы узнать ваше мнение. Как вы относитесь к этому празднику? Ну, как обычно, средний. Как-нибудь вспоминаете его, отмечаете? Может быть, на демонстрации ходите? Отмечать сейчас я ничего не отмечаю. Сегодня отметился.